Уровень деградации культуры в обществе показывает и уровень использования государственного языка. Редкие политики или другие чиновники могут изъясняться на своем родном языке без использования как совершенно ненужных чужеродных терминов, так и исконно кыргызских слов, не понимая их истинного смысла и значения. О проблеме хождения кыргызского языка в Кыргызстане Андрей Токумбаев. Биздин мекенемиздин теле болгон кыргыз телин өйрөнүп, аны урматта. Прекрасным поводом пожелать друг другу учить и уважать государственный язык стал для граждан Кыргызстана в минувшую среду День кыргызского языка. Отмечают его 23 сентября. В этот день, в 1989 году, Верховный Совет Киргизской ССР единогласно принял закон о госязыке. Кыргыз тилине Кыргыз Советтик Социалистик Республикасынын мамлекеттик тилинин укугу закон жүзүндө бекитилди. Прошел 31 год. Выросло целое поколение, которое вроде бы в большинстве своем должно хорошо владеть кыргызским, независимо от национальности. Двадцатидвухлетняя бишкекчанка Мария Наумова родилась намного позже принятия закона о госязыке, а росла в обычной русской семье. Но с 3 лет родители ее отвели в ансамбль «Джашкиял», где участники танцевали преимущественно кыргызские танцы. Позже Мария получила звание «Отличник культуры Кыргызской республики» за виртуозную технику кыргызских танцев, игру на камузе и ряде других народных музыкальных инструментах. Девушка с детства хорошо владеет кыргызским языком, который учила в обычной средней школе. Все-таки я была рождена здесь родина кыргызского языка, поэтому, наверное, до меня маленькой доносились какие-то слова уже на кыргызском языке. Но в школе тогда хронически не хватало учебной литературы для изучения кыргызского, вспоминает Мария. Тогда, конечно, не хватало литературы, кыргызской литературы. И, к сожалению, было очень много ошибок в кыргызских книгах. Я надеюсь, что сейчас ситуация лучше. Я буквально дня 3-4 назад смотрела для себя уже книги по кыргызскому языку. И меня удовлетворило качество, красивые картинки, хорошая подача информации. После учебы в Бишкеке в АУЦА, а затем в политическом университете во Франции, Мария вернулась домой и не собирается покидать Кыргызстан, поскольку ощущает потребность работать на благо кыргызской культуры. Дает уроки игры на камузе, а в свободное время любит проводить неподалеку от дома, на ипподроме Аккула со своим четвероногим другом по имени Батырхан, двухгодовалым псом кыргызской охотничьей породы тайган. Однако случай Марии в Бишкеке скорее исключение, чем правило. Тем не менее, есть регионы, где хорошо владеют кыргызским все, а не только кыргызы. Бала кезимден бери мен кыргыз тилин, орус тилин менен бир деңелде берем. Муну мага менин ата-энем үйрөткөн. Ксения родилась на Иссыкуле. Раньше местные жители говорили там на кыргызском гораздо чаще, чем сейчас, сказала в разговоре с корреспондентом Пятого другая уроженка Иссыкульской области Светлана Сарганбаева. Много лет назад со своим мужем, парнем из родного села, она переехала в Бишкек и преподает кыргызский язык в младших классах одной из столичных гимназий. Джомок, или сказка, которую придумала в дидактических целях Светлана, следующая. В некотором царстве жили 4 друга. Это А, О, У, И. У каждого друга было по родному брату. Уа, И, У, Уе, И, И. И они все дружненько жили в своих квартирках, то бишь в словах. Это и другие правила зафиксировали в кыргызском еще в прошлом столетии тюркологи Игорь Батманов и Константин Юдахин. Так, один из древнейших языков планеты полноправно вошел в число современных языков со своей грамматикой, фонетикой, синтаксисом. В новое время текст на кыргызском языке был впервые записан на рубеже 19 и 20 веков российскими и советскими исследователями творчества акынов Калыгула, Арстанбека, Токтагула, Тагалока Малдо. Но подлинно литературным современным кыргызский язык стал благодаря творчеству поэтов Алыкула Осмонова и Алы Токамбаева, которых по праву называют кыргызскими Лермонтовым и Пушкиным. Последний своим творчеством внес серьезный вклад и в формирование кыргызской государственности, считает политик и государственный деятель Медеткан Шалимкулов. Есть такое замечательное стихотворение Михаила Матусовского «С чего начинается Родина». И там такие строки: «С чего начинается Родина? С картинки в твоем букваре». И почему я хочу связать Токумбаева, и потом уже расскажу о других, нашим государством, образованием нашей государственности. Не первое десятилетие школьники учатся читать по-кыргызски по строкам стихотворений Алы Токамбаева. Он также перевел на кыргызский многие произведения Пушкина, Гёте, Шиллера, Лермонтова, Низами, Абая, Джамбула, ряда других классиков мировой литературы.
но в последние годы своей жизни подвергся травле в республиканских масс-медиа как национальный нигилист и сверхинтернационалист. А во времена сталинских репрессий он едва не был репрессирован и даже провел год в тюрьме. Поэта пытались обвинить в прямо противоположном – в национализме, за то, что ратовал за популяризацию кыргызского языка и эпоса «Манас». В обоих случаях в числе обвинителей были некоторые коллеги Токамбаева. Одни переживали, что кыргызы могут изолироваться в своей языковой самобытности, другие, наоборот, боялись, что кыргызский растворится в других языках. Такие опасения, а с ними и споры, продолжаются и по сей день. При том, что число носителей кыргызского превышает 4,5 миллиона человек, в интернете есть очевидные свидетельства его мировой популярности. Например, он присутствует на сайте переводчика Google наряду с английским, китайским и другими гигантами языковой семьи планеты. Туда он вошел в 2016 году со словарем в объеме 1 миллиона 300 тысяч слов. Но в Кыргызстане многие уверены, сегодня делается недостаточно для того, чтобы язык развивался. Кыргызский язык теряет свое место в обществе, потому что мы сами не говорим на родном языке, не учим детей. Родному языку не уделяем должного внимания. Рекламные щиты, вывески, баннеры – все нужно перевести. А вот эпизод из жизни рядового носителя языка. Мария Наумова хотела бы освежить в памяти свои навыки в кыргызском, но когда стала искать, где это можно сделать, была неприятно удивлена. Оказывается, стоимость обучения на многих из курсов госязыка невероятно высока. Вплоть до 12 тысяч сомов в месяц и до 1000 сомов за занятие. К слову, курсы французского, которым Мария владеет в совершенстве, стоят в Бишкеке не более 400 сомов за урок. Вот лично я для себя подыскивала курсы и, к сожалению, обнаружила, что курсы довольно дорогие. То есть меня интересовали индивидуальные занятия. Для того, чтобы за месяц подтянуть кыргызский язык, я обратилась в один центр, и мне сказали, что час кыргызского языка стоит 1000 сомов. То есть я думаю, что все-таки для кыргызского языка, как для государственного языка, нужно придумывать какие-то государственные программы. В любой стране изучение государственного языка находится в сфере особой заботы государства. Кыргызстан в этом вопросе не исключение. В минувшую среду президент Сооронбай Джейнбеков в своем поздравлении по случаю Дня госязыка в частности сказал: Наша цель – широкое внедрение кыргызского языка в практику жизни, чтобы он стал поистине общим языком всех национальностей, проживающих в нашей стране. Благому пожеланию мешают издержки свободного рынка, когда частные языковые центры, чтобы выживать и платить за аренду помещения, вынуждены поднимать плату за обучение, тем самым препятствуя изучению кыргызского всеми желающими, кому такие курсы не по карману. В такой ситуации государство должно помогать всем проживающим в Кыргызстане сделать государственный язык общим. В 2014 году было сформировано государственное учреждение «Кыргызтест». С того времени прошли тестирование на знание госязыка более 50 тысяч граждан, сообщила в среду журналистам по случаю Дня государственного языка руководитель госучреждения Батмат Апоева-Ставинская. Со стороны кажется, что не ведется языковая политика. Однако благодаря усилиям языковой комиссии Министерства образования уровень владения госязыка среди чиновников и граждан начал расти. Но этот рост не очень-то заметен. По крайней мере, идет он не так, как это происходило в былые годы. В основном благодаря усилиям Константина Кузьмича Юдахина, считает журналист, публицист и исследователь творчества Айтматова Эсенбай Нурушев, говоря о Юдахине и его коллеге Сауле Менделевиче Абрамзоне. До сих пор некоторые наши ура-патриоты критикуют, что он выдумал какие-то слова, тудавай-сюдавай, что испортил весь кыргызский язык. Слушай, если не был бы Юдахина, его, это несколько томные, словари, я не знаю, что было бы настоящее. Сейчас, в данное время, не только кыргызом, а вообще наукой. Судя по названным фамилиям, развитие кыргызского языка происходило благодаря усилиям тех, кого крайне трудно заподозрить в национализме, которым сегодня любят щеголять некоторые ура-патриоты. Андрей Токамбаев, Вячеслав Кравченко, Пятый канал, главные итоги.